أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Субхану ва Тааля в Коране нам говорит: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. И когда вы услышите чтение Корана, прислушайтесь и замрите. Может, за это Аллах ниспошлет на вас свою милость и введет вас в рай и простит вам ваши грехи. Также Мухаммад, саллиллаху салям, говорит, что читайте много Коран. Воистине, у каждой вещи есть свое ядро, свое сердце, ядро Корана, сура Ясин. И читайте суру Ясин для своих покойников, те, которые ушли вперед вас из этой жизни. Замрите, прислушайтесь. Аллах Субхану ва Тааля разговаривает с вами, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Как он разговаривает? Так. Его слово – это Коран. То есть все то, что написано в Коране, Аллах Субхану ва Тааля обращается сначала к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и в то же время обращается к его умме, к тем людям, которые последовали за ним. И говорит разные вещи, объясняет, обучает нас, как жить, как прожить эту жизнь, как пройти то испытание, которое на нас взвалено и возложено, для того, чтобы мы были счастливы в этом мире и в будущем мире, и чтобы мы предстали в судный день перед Аллахом с такими лицами, от которых веет божественным светом. И чтобы не стояли, склонив лица, которые покрыты черной смолой, и чтобы не плакали тогда, чтобы радовались. Вот для этого Аллах Субхану ва Тааля ниспослал нам Коран. Это Его Слово. Аллах Тааля вещает, Аллах Тааля разговаривает с нами. Если мы, когда звучит Коран, когда кто-то читает, или когда читается где-то Коран, если мы не прислушаемся и не замрем, то мы сделаем нехорошее дело. То есть мы не подчинимся адабу, тому адабу, который должен быть перед Аллахом. Слушание Корана, когда кто-нибудь читает, это фарз, потому что Аллах Субхану ва Тааля повелевает. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. То есть прислушайтесь, и говорит повелительным тоном, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Как говорится по грамматике, повелительное наклонение глагола. То есть он приказывает. Фарз, кифая. Да, если одна группа будет слушать, со всех остальных это снимается. Но в данном случае, например, если мы представим, что мы ослушались, то есть не прислушались к его словам, то есть мы просто пропустили мимо ушей, что тогда будет? Пример тому, если мы представим перед каким-нибудь начальством, перед маленьким начальником, перед маленьким руководителем, и когда он начинает говорить и объяснять что-то, и если мы начнем перечить или разговаривать с другим человеком, или ковыряться в носу, извините за выражение, или же там чесать голову, отвлекаясь от того, что нам объясняет вышестоящее лицо, что он тогда сделает? Да, конечно, он разозлится на нас. И он накажет каким-нибудь образом, или же зарплатой, или же сделает нам выговор, или сделает замечание. То есть это все отразится на будущей нашей работе. Здесь царь царей, царь дня судного, повелитель всех повелителей, Аллах Субхану ва Тааля, он обращается к нам. Он через свои аяты ниспосылает нам вести, подправляет нашу жизнь,
дает нам направление и говорит: «Хада сирати мустакиман», и это путь, который я вам определил, мой путь, который я вам прочертил. Это прямой путь для того, чтобы вам попасть в рай. И если мы будем отвлекаться, разговаривать друг с другом во время чтения Корана, не слушая, хотя Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фастамигу лаху ва анситу», замрите и прислушайтесь. Понимаете вы или не понимаете, дело не в этом. Вы должны понять. «Инна анзальнаху Кур'анан арабиян мубин». То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, что Коран ниспослан на арабском языке, ясном арабском языке. Для того, чтобы понимать, мы должны изучить очень много наук, в том числе самый первый арабский язык, классический язык Корана. А если мы не понимаем, не смогли выучить, что же нам делать? Все равно слушать. Говорит повелитель повелителей, царь царей, господин, Господь всех господинов, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Если мы будем придерживаться этого, то Он нас отблагодарит и говорит: «Ла'аллакум тархамун». Может быть, за это вы, за то, что слушаете Коран, чтение Корана, может быть, за это вы войдете в рай, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Прислушиваться, слушать, потому что Он величайший, потому что Он единственный, потому что Он тот, который самый единственный, говорит правду и полезное для нас. Читайте Коран. «Факра'у ма таяссара миналь Кур'ан». Читайте, что вам легко из Корана. Если вы встали на молитву, чтобы не запутаться, чтобы не повторяться, чтобы не заикаться, «Факра'у ма таяссара». Читайте там то, что вам легко ложится на язык, легко проговаривается и даже легко понимается. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ла юкаллифу Аллаху нафсан илля вус'аха». Я не возлагаю на человека настолько, насколько он не сможет поднять. Некоторые говорят, что Коран читать, понятно, что для того, чтобы его читать, нужно сначала знать, что там написано. Не обязательно. Коран — это шифа лиль му'минин. Ва анзальна шифаан ва рахматан лиль му'минин. Ва ла язидуль кафирина илля хасара. Для неверующих это несчастье, приносит беды. Для тех, которые отрицают Аллаха, для которых, которые препятствуют движению слов Аллаха, движению света Аллаха. Для них, да, для них это несчастье. А для тех уверовавших, которые искренне уверовали Аллаху и приняли Его сердцем, это шифа ва рахма. Это путь к раю и лечение от всех недугов. И Мухаммад Бахауddин Накшбанди, рахматуллахи алейхи, по этому поводу, когда ему задали вопрос, и говорит, что вот ты говоришь нам побольше читать Коран, потому что это зикр. «Вама аллямнаху щи'ра, вама янбаги лаху, иннаху зикрун ва Кур'анун мубин», говорится в Коране. Мы не научили Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, каким-нибудь стихам. Он не стихотворец, не поэт. И не подобает ему читать стихи. Это не стихи, это слово Аллаха, это зикр, это Коран. Вот ты говоришь, чтобы побольше читать, спрашивают ученики. Но мы же его не понимаем. Тогда Мухаммад Бахауddин Накшбанди, рахматуллахи алейхи, говорит, что вот вы идете к аптекарю, заболели, и вы просите какое-нибудь лекарство. Получая это лекарство, перед тем, как употребить, вы изучаете всю фармакологию, или же берете это лекарство и пьете для того, чтобы вылечиться. Или же сначала изучаете, посвящаете достаточное количество времени из своей жизни для изучения вот этой данной таблетки. Нет, говорят, сразу берем и пьем для того, чтобы вылечиться. То же самое Коран. То же самое Коран. Читай, понимаешь ты его или не понимаешь, но ты должен читать Коран, потому что Коран – слово Аллаха.
лечит сердца, излечивает души, направляет людей на истинный путь. Даже если не понимаешь, ты должен много-много его читать. В раю вас ожидают несколько источников, говорит Мухаммад ﷺ. Я видел эти источники, когда вознесся во время Мираджа. Мне Аллах Субхану показал. Там реки из такой чистой воды, которую пьешь и не напиваешься. Там есть реки из вина, из меда, из молока, которое не портится. Так вот, их пьешь и не насыщаешься, и хочется еще. Пример этому на земле сейчас, в нашей жизни, тоже есть свой пример. Пример этому Коран. Сколько бы ты ни читал этот Коран, ты не сможешь насытиться чтением Корана. Сколько бы ты не носил его с собой, как бы ты его не любил читать, любовь еще больше и больше возрастает. Чтение Корана нам определено факрау ма таяссара. То есть читайте, что вам удобно из Корана. Икра бисми раббика аллади халак. Читайте, изучайте Коран, изучайте религию, изучайте науку, получайте знания, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Все знания заключены в Коране. Но для того, чтобы понять этот Коран, мы, конечно, должны следовать пророку Мухаммаду ﷺ. Если каждый аят мы берем так, как мы сами понимаем, то мы заблудимся. Для этого, чтобы не заблудиться, мы берем хадисы пророка Мухаммада ﷺ. И чтобы хадисы точнее понять, мы берем комментарии сахабов, табигинов и ученых по этим хадисам и аятам. Только так мы сможем понять. А то сейчас появились некоторые люди, которые говорят, что все остальное нужно отбросить, все остальное шелуха, астагфируллах, только аяты Корана и больше ничего. Это было уже. Это было в начале распространения ислама. Это было и в последующие годы. Сейчас опять это продолжается. Мы же говорим, что Коран и сунна пророка, они неотделимы друг от друга. Если кто-то отделит это, то он стал кафиром. Он неверующий. Если говорит, что я верю в Аллаха, принимаю его Коран, но хадисы пророка, его слова, его сунну я не принимаю, не воспринимаю. Этот человек заблудший, он отрицающий религию. По этому поводу Аллах Субхану ва Тааля в Коране объясняет нам, что тот, кто отделил меня от моих посланников и от пророка Мухаммада ﷺ, и тот, который отделяет меня от Джабраиля, Микаиля и всех других ангелов, тот вполне в неверии, истинно неверующий. Некоторые люди говорят, что чтение Корана после чтения намазов бид'ат. Если услышите такого человека, бегите от него, не оглядываясь, так же, как и Лут, алейхиссалям, бежал от своего племени. Потому что назвать слово Аллаха бид'атом, нововведением, мы его читаем, когда нам удобно. Самое хорошее чтение, когда мы прочитали намаз, и после этого, опираясь на аят Корана, وَإِذَا قُضِيَ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. И когда заканчиваются ваши молитвы, вспоминайте Аллаха. Зикр. «Иннаху зикрун ва Кур'ану мубин». Величайший зикр – этот Коран, ясный Коран. Говорит Аллах Субхану ва Тааля. Если кто-то начинает после намаза читать Коран, то в данном случае мы должны фастами'у лаху ва анситу, прислушаться и замереть. Ла'аллакум турхамун, может, за это вы войдете в рай, говорит Аллах Субхану ва Тааля, обещает нам. Если кто-то говорит, что это бид'ат, если кто-то говорит, что это такого нету, нельзя читать Коран. Если кто нам запрещает читать Коран, только противники ислама, только Иблис, ла'натуллахи алейхи. Если кто-то таким откровенным образом говорит, что нельзя читать Коран,
вот здесь нельзя читать Коран, вот здесь нельзя читать Коран. Мы знаем, что Коран читать нельзя только в тех местах, где нечисть. То есть наджис. Или если мы без ритуального омовения, без тахарата, мы это прекрасно знаем. Но после намаза иногда бывает так, что кто-то вслух читает аят аль-Курси, а другие, некоторые люди в это время совершают тасбих. Тасбих, субханаллах, альхамдулиллах, Аллаху акбар, мустахаб. Слушание Корана фарз. Если кто-то, не слушая Коран, начинает совершать тасбихи, он совершает грех. Он не слушает слова Аллаха. Он думает, что он делает еще более совершенные дела. Коран – это наша жизнь. Коран – это живой источник, это живая вода. Испив из этого источника, мы возрождаемся. Мы превращаемся в живых людей. И мы становимся преданными рабами Аллаха, потому что мы постоянно обращаем свое внимание на Его слова и постоянно бережем Его слова. Если мы посмотрим старшие поколения, как они относились к Корану, как они относились к буквам Корана, как они относились к каким трепетом. Например, раньше в деревнях, татарских селах на 2-3 дома была одна всего книга, Коран, и они читали по очереди. Все остальное записывали или переписывали друг от друга. И как они дорожили этим Кораном. И мы тоже должны быть такими же. Если читается Коран, мы должны слушать. Сейчас пошли такие люди, что включают Коран и на этом фоне рассказывают анекдоты, делают непотребные дела, или едут в машине, слушают Коран в это время, и если случается что-то, и начинают кричать то ли матом, то ли какими-то скверными словами на другого водителя, потому что тот нарушил, чуть подрезал или что-то, вы понимаете, что происходит в это время? Звучат слова Аллаха, и мы в это время совершаем непристойные высказывания, непристойные дела. Мы можем ли понять, что за это нас ожидает? Коран – величайшая книга. Коран ниспослан не для того, чтобы разрубать им горы или деревья. Коран ниспослан как путеводитель. И тот человек, который искренне читает Коран, он вбирает в себя слова Аллаха, то есть он заполняет свою душу, свою духовность божественным светом Всевышнего Аллаха. И мы просим постоянно у Аллаха, восславляя Его, возвеличивая, говорим: «Я Аллаху, Я Рахману, Я Рахиму». Поведи нас путем праведных, сират аль-мустаким, сират аль-ладина ан'амта алейхим, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, путем пророков, праведников, простецов, путем аулия, а не тем путем, которые заблудились или на которых пал Твой гнев. Раббана, атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина адабан нар. Аллаху акбар.